72 года. Для мировой истории всего лишь миг. Для человека – отрезок длиной в целую жизнь. Давно не слышно свиста пули, взрывов снарядов. Закончились кровопролитные бои. С тех страшных дней минули десятки лет, но память будет жить вечно. На торжественных митингах в День Победы мы вспоминаем о миллионах павших за свободу и будущее нашей страны. С самого утра, еще до начала церемонии возложения цветов, в сквер Победы к мемориалу «Вечный огонь» начали стекаться сибайцы, желающие почтить память погибших, выразить восхищение отваги и доблести советского народа. Не найдется ни одной семьи, которой бы не коснулось эхо Великой войны, ни одного человека, который был бы равнодушен к этой священной дате – 72-й годовщине со дня победы советских войск над фашизмом. На фронтах Великой Отечественной погибали деды и прадеды современных сибайцев. Каждый пришедший на торжественный митинг понимает страшную цену, которой была завоевана победа. Этот праздник для всех послевоенных поколений нашей страны – символ героизма и мужества людей, защищавших свою родину. Всех поздравляю с праздником, желаю здоровья, счастья. Ветеранам большое спасибо за великую победу. За то, что вы сделали, значит, мы сейчас живем. Мы живем чисто, мирно, очень прекрасно. Вам спасибо большое. От чистого сердца желаю. Рахмет ветерандарга, біз ветерандар үшін гүлді рахмет айтабыз. Ошы күн туған үшін біз бақытлы яшайбыз, Аллаға шүкір. Эшләйбез һаманда, пенсия алабыз. Эшен имет ветерге. Ошы яқты күн үшін рахмет ветерандарыбызға. Баш иябыз. Это главный праздник. Это День Победы. Хороший праздник. А почему он главный? Потому что победили в войне. Если бы не победили, то все. Проиграли. На торжественный митинг в День Великой народной скорби и радости почтить память героев Великой Отечественной войны пришли сибайские ветераны, глава городской администрации Халид Сулейманов, военный комиссар города Сибай и Хайбулинского района Ринат Забиров, председатель Совета ветеранов Сибая Рашид Идрисов и другие официальные лица. Выступая с торжественной речью, почетные гости вспомнили тех, кто пожертвовал своей жизнью ради мирного неба над головой, и горячо поздравили всех, кто сегодня может разделить с нами радость Великой Победы. Дорогие друзья, сегодня здесь у Вечного огня и мемориала погибшим на войне сибайцам мы склоняем голову перед их памятью, перед памятью тех, кто вернулся из фронта, но уже нет рядом с нами. Мы благодарим наших ветеранов за героизм и мужество, ратный трудовой подвиг, за терпение и мудрость. Вы не только с честью прошли через военное лихолетие, но и восстановили страну, работали на благо будущих поколений. Вы – наша гордость и опора. Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное богатство, в нем сила и будущее России. Пусть победный май навсегда остается в наших сердцах источником гордости за отцов и дедов победителей, наполняет нас теплой радостью, желанием жить и трудиться на благо родной земли. Победа в Великой Отечественной – это великое достояние нашего народа, закономерное отображение его необратимой жизнестойкости. Пройдут века, сменятся поколения людей, но честь и слава нашего народа, ее армии, величие вклады в сохранение мировой цивилизации, ее защиту, освобождение от гитлеровской чумы останутся вечными и неизменными. В завершении торжественного мероприятия состоялась минута молчания, после чего участники митинга возложили цветы к вечному огню. Дорогие ветераны, труженики тыла и участники митинга, почтим память погибших минутой молчания.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Самый ауыр вакытта тудык инде. Угуш мәле 11 кеше китте безнең токымдан, тугандардан. Бер генә кеше кайтып үлде, калгандары без ятып калды. Әсеһе лә булды, сөсеһе лә булды, һавыгы ла булды, астык вакыты булды. Эй, яланаяк тауга сыга торгайнык. Бәкес еп ашап, даже туйдарды бәкес белән үткәргән вакыттары булды өләсәйләрдән. И все плакали. А чего плакали? Была, что победа, из-за победы от радости плакали. Вот и все, сейчас и радуемся, что в мирном небе живем, хорошо живем. Все, детям, чтобы было счастье, желаем всем. Атайым кеткенде 5 yaşta kaldım. Atayım huşka кеткенде. Ул 1910 yılғы Gayetkulov Süleyman Sabirovich. Şundan bir atlı diviziyaya 12 Eylül günü gitti. 20 gün hukuk başlarına sırası gitti. Bir habersiz yoğaldı atayım. 112 diviziyaya. Biz bana yetimlikte üstük. Başay suple başladık. Eseyim özalanı üst bala kaldık. Özalap böyle küttü. С начала войны это как был призыв комсомольцев, кто может сдавать в фонд обороны кровь. И вот мы, 8 девушек, собрались все в райком комсомола, сказали, от первого дня до последнего будем сдавать. И мы это выполнили до последнего дня. И знаете, вот когда объявили, что будет победа, мы говорим, ну, наконец, мы свою кровь именно отдали тем нашим воинам, которые нуждались, лежались в госпиталях. Сразу после торжественного митинга началось шествие праздничного парада. В него вошли ученики школ, студенты среднеспециальных учебных заведений и Сибайского института БГУ. Яркие стройные колонны воспитанников военно-патриотических клубов нашего города, вступивших в начале мая в ряды юноармейцев, продемонстрировали собравшимся мастерство строевой подготовки и проследовали ровным строем от Вечного огня вдоль проезжей части проспекта Горняков до центральной городской площади. Ветераны Великой Отечественной войны составили другую часть праздничного парада и прибыли на центральную площадь в составе автоколонны с обратной стороны проезжей части.
Параллельно праздничному митингу свое шествие начал Бессмертный полк. Его участниками стали сотни горожан от мала до велика. В руках каждого транспаранты с портретами родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Бессмертный полк всколыхнул волну памяти о героях Великой Отечественной войны, ветеранах армии и флота, тружениках тыла и партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах сопротивления. Обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело победы над фашизмом. Бесконечная вереница сибайцев, которые гордо держали портреты дедов и отцов, завоевавших для нас мир и покой, протянулась по всему проспекту Горняков. Слезы воспоминаний, слезы радости за наше светлое настоящее в глазах дочерей, сыновей и внуков, которые никогда не забудут своих великих героев. Я родилась без отца. В июле его забрали, а я родилась в декабре 1941 года. Он служил артиллеристом все 5 лет, с 41 по 45. В 45 году в Будапеште его 8 февраля, почти в конце войны, его убили. В 45 году в Будапеште. Внуки у меня ездили в Будапешт, привезли фотографию, там есть памятник. Все это правильно. Кадерлі туғандар, бүтін Сибай халқын 9 май еңеу байрамы белән кайнар котлайбыз. Һаулык, бәхет, шатлык, гаилә бәхеттәре теләйбез. Акция «Бессмертный полк» появилась на свет в 2012 году в Томске. Через год такой опыт подхватила вся страна. Вот уже 5 лет эта традиция ежегодно 9 мая дает возможность всем ныне живущим вспомнить о подвигах родственников, ушедших на войну в далеком 1941 году. Бессмертный полк России шагает в будущее, опираясь на великое прошлое. Его задача – увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранение памяти о доблести и героизме народа, а главное – возвращение чувства сопричастности человека и его семьи к истории Родины. Это на портрете находится мой дядя, Корнев Петр Алексеевич, папин брат. Он погиб на фронте, ему было 19 лет. 18 лет его забрали, в 19 лет он уже погиб. Короче, они попали в окружение, и был приказ, что в плен не сдаваться. Нужно было стрелять в себя. Был там один мужчина, но он, был ранен, и потом все-таки он застрелился тоже, мужчина, не папин брат. И он потом рассказал, что они все пострелялись, не сдались в плен. И вот он погиб в 19 лет, молодой парень. У него не осталось ни семьи, никого. Мы его помним до сих пор. Бүгін байрам, біздің үшін. Құрметлі Сибай халқын бөтәһендә бүгінгі байрам белән құтлайым. Бөтәһенә именлек, һаулык, күңел тыныслыгы теләйем. Күк йөзе шундай аяз булсын бүгенге күк. Менә бүген мин үземнең атайым, мәрхүм Солтанов Сәмигулла Солтан улының фотоһы белән парадка сыктым. Ул һугышта әйләнеп кайтты, әлбиттә, икенче инвалид группаһы булып, шуннан соң яралардан мәрхүм булып калды инде. Бөтә балалары исеменнән, ендәре, ен-янсәрләр исеменнән бөтә ветерандарга зур рәхмәт, бөтә ветерандар алдында баш иябез. Впервые в Сибае это всероссийское масштабное событие прошло в 2015 году. И теперь с каждым годом акция «Бессмертный полк» набирает все более масштабные обороты в нашем городе. Глядя на бесчисленную вереницу сибайцев с транспарантами, можно подумать, что в стороне не остался ни один горожанин. Шествие сопровождалось песнями военных лет и запуском в небо воздушных шаров. Бессмертный полк – это дань уважения героям Великой Отечественной войны, павшим на полях сражений, погибшим от бомбежки в осажденных городах и селах. Это память о женщинах и детях, сгоревших заживо в концлагерях или во время карательных операций. Сегодня символически встают в строй те, кто не дожил до сегодняшних дней, кто прошел все тяготы войны, и вот они идут в одном строю сегодня опять, как в те далекие годы. И, конечно же, вот это вот чувство общего единения, чувство сопричастности к этому великому событию нас сегодня всех объединяет и переполняет наши сердца. Сегодня великий день, большой праздник для всех, для нас, потому что наши дедушки завоевали нам победу, и вот мой дед тоже был на войне, был ранен и недолго прожил, от ран умер. И я хочу поздравить всех горожан с таким большим великим праздником, и это на самом деле со слезами на глазах.
Всем-всем мирного неба, самого лучшего, самого доброго всем нашим жителям города Сибай. С каждым годом на праздник Победы 9 мая собирается все меньше свидетелей тех страшных лет, и неизбежно наступит момент, когда уйдут все герои, не останется никого. Бессмертный полк – это самое малое, что каждый из нас может сделать, чтобы о наших дедах, бабушках, их сыновьях и дочерях, братьях и сестрах, мужьях и женах, родных, друзьях и однополчанах жила светлая память. Воины и защитники русской земли, победившие фашизм, навсегда останутся в строю бессмертного полка. В моих руках чуть пожелтевший снимок, на нем мой дед, погибший на войне. В большой портрет его мы переснимем навстречу майской праздничной весне. По всей земле от края до столицы портрет портрету бесконечен ряд. Ты посмотри вокруг, родные лица, бессмертный полк идет на свой парад. Бессмертный полк исполнил свой священный долг. На черно-белых фото вновь воскресают роды. Идет бессмертный полк. Бессмертный полк исполнил свой священный долг. Идет вперед с молитвой на устах, святая Русь у внуков на руках. 72 года спустя мы еще острее осознаем величие подвига советских людей. Мы склоняем головы перед памятью павших и воздаем славу героизму живых. К сожалению, время берет свое, и с каждым годом ветеранов и живых свидетелей той страшной войны становится все меньше и меньше. Мы, их дети, внуки и правнуки, должны сделать все, чтобы передать грядущим поколениям память о Великой Победе, подарившей нам жизнь и свободу. На главной сцене города актеры и творческие коллективы Сибая воссоздали атмосферу тех страшных дней и погрузили зрителей в далекие 40-е годы в рамках театрализованной постановки «Юность, опаленная войной». Внимание! Говорит Москва! В последний час! С 16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали генеральное наступление на Москву. На других участках никаких изменений не произошло. Совинформбюро. Главный герой театрализованного представления – командир легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии генерал Минигали Шаймуратов. Эта дивизия была создана в Уфе в декабре 1941-го. За годы войны ее солдаты прошли от Дона до Эльбы свыше 4000 километров.
15 раз были отмечены в приказах Верховного Главнокомандующего как отличившиеся в боях. 3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями. 78 стали героями Советского Союза и 5 полными кавалерами Ордена Славы. Я Шаймуратов. Слышите? Борясь с врагом, мы бьемся до победы. Не ради почести и славы громкой, а чтоб спасти вас от грядущих бед. Шаймуратов мин! Хезге айтам! Балығыз құлығызға құрал! Уландарың яуға кете! Фатихан бир! Сал Урал! С каждым годом все дальше от нас победный май 1945-го, когда был разгромлен фашизм. Но память о тех событиях всегда будет жить в наших сердцах. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, поэтому даже спустя десятилетия День Победы – это праздник со слезами на глазах. Это величайшая и беспримерная победа. Именно советский народ принес свободу другим народам, именно от нашего солдата нацисты получили полное возмездие. Великая Отечественная война всегда останется священным подвигом наших людей. Имя каждого солдата той кровопролитной войны навечно вписано в историю Великой Победы. Наш долг сделать все возможное, чтобы каждая страница истории Великой Победы была бережно сохранена, передана подрастающему поколению. В Сибае сегодня проживает 29 участников Великой Отечественной войны, 2 человека, переживших блокаду Ленинграда, 2 узника концлагеря фашистов. Ваш героизм, ваши страдания и силу духа мы чтим как высочайший подвиг. Для нас Победный май был и навсегда останется священным днем, праздником, наполняющим наши сердца радостью и скорбью, состраданием и надеждой. Несмотря на непогоду, посмотреть и поучаствовать в торжественных мероприятиях вышли многие горожане. Стоял живой коридор из школьников, студентов, представителей организаций и предприятий с разноцветными шарами и флажками, отчего у фронтовиков и тружеников тыла наворачивались слезы. Да и молодое поколение не могло спокойно смотреть на такую трогательную картину. Это 2 мои бабушки, они 2 родные сестры, это моя мама, это ее родная сестра. И я рада, что они до сих пор живы, они пережили самые тяжелые времена. Я их поздравляю с праздником и вообще весь народ, всех людей поздравляю. Мы очень любим этот праздник. Это самый сердечный, самый лучший праздник на земле. Самый хороший, самый большой праздник. 7 лет было, я все помню. Мы уже все делали на поле. Какой бы сильный враг, все-таки наша победа. Мен өкішмін құтлаймын, бақыт қаулы, имінлі, бұғыш қабат болмағын, имін яшағындар. Для нас День Победы – это самый святой праздник. Очень нам дорог этот день, потому что у нас дедушка воевал, пришел с войны, участвовал в битве Сталинграда. Сегодня его внуки принесли, правнуки принесли его фотографию в бессмертном полку. Всех с праздником, с Днем Победы всех! Матур кояшлы күндә хугыш өтте тигәч бер яланаяк йөгердек урам буйлап кавылдым урам буйлап. Матур еңү булды. Вакытында авырда булды инде әшәйм 5 бала белән атай юк. Шуларны үстерде. Иртә булып китте жалко, конечно. 53 яшьтә генә булып китте әшәйм. Бер өлкән апайым белән яшәнек. Ул бите кешитте, аякка вақтырды, хәзер теге дөньяла инде, рәхмәт уга. Вдохновенно и смело солдат
жизнь с улыбкой счастливой кормой к своему сердцу прижал. Как будто он Волжки видел разливы, как будто Россию обнял. Помни Вена, помни Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий Якимай. Миг ревенца в русском вальсе свой задал, помнит сердце, не забудет никогда. Седой и прекрасной была свой грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех объединяла весна. Весна 45-го года, как долго мой тебя ждал. Возрусила площадь и верой свободный солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий Якимай. Миг ревенца в русском вальсе свой задал, помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий Якимай. Миг ревенца в русском вальсе свой задал, помнит сердце, не забудет никогда. По традиции 9 мая в Сибае проходит «Голубой огонек» для участников Великой Отечественной войны. Такие встречи уже стали доброй традицией. В дружеской и непринужденной обстановке поколение победителей вспоминает прошлые годы и отмечает день окончательного разгрома фашистских войск. Победа. Какое короткое и в то же время очень значимое слово. Это 900 дней блокадного Ленинграда, это мужество тех, кто стоял у стен Сталинграда, кто горел в танках на Курской дуге, кто с боями прошел пол Европы. Это 1418 дней и ночей войны. И каждое событие – кровь и смерть, боль и горечь утраты. Участники этих и других событий собрались на «Голубом огоньке» в столовой номер 1 сибайского филиала Учалинского ГОКа. Не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Помимо праздничного застолья, для ветеранов была подготовлена концертная программа. На протяжении всего вечера выступали артисты, певцы, музыканты. Поколение победителей угощали и блюдами военных лет, и современной кухни. Конечно же, в этот день звучали поздравления и слова благодарности. Нас, наверное, не было бы, потому что наши родители тоже воевали. Поэтому вот эта победа, День Победы нам создает все праздники мира нашей страны, республики сегодня. Какая у нас великая страна, мощная, большая страна. А мир, в этот мир, земной шар принесла в первую очередь боевая, героическая наша ветераны, наша страна. Мы гордимся поэтому. Далее поздравительную эстафету принял генеральный директор сибайского филиала УКОК Явдат Бекинов. Для меня стало напоминанием, что только за оборону Киева погибло 700 тысяч солдат. Только за оборону Киева. То есть это вот начальный этап войны. И это все воевали и больше тяготы прошли молодым ребятам. И вот вы сегодня уже ветераны. Я хотел бы, чтобы наше поколение
но не забывала это. Участникам Великой Отечественной войны были вручены подарки. Они же, в свою очередь, пожелали всем никогда не испытать того, что выпало на их долю. Был танковым пулеметчиком, в тотских лагерях обучали нас на пулеметчика 6 месяцев. И после этого на Курскую дугу отправили, там служили. Был ранен. И после ранения попал, отправили. Глаза, один глаз не видит у меня, осколок стоит. Не демобилизовали и отправили пограничные войска на это. И так отслужил 8 лет. Huvuşta Kursk'a doğana başlayıp dasam bu Ramur'a hadi huvuştum. Bilemeşik böyle huvuştum. Gözlük buldum huvuştum. Şu bastırıp barıp şundan ikisi merkebe aranmaya gelip Ufak'a attım. Ufak'a hospitalde sıkkas oku tankiska Ufak'a verdiler Şilebe'ye. Sonra böyle yemedim, barıp neyse 7. Mayda Huvuş'ta bitirdim. Angirişenlerle oturuşup, Nimislerle yemedim. Huvuşlaşıp, tırgaydık şu an. 9'unda ayetler Huvuş bitirdim. Bana şurayı. Allah'a şükür. Путин, когда поставил в Ленинграде задачу, чтобы всех детей приравнять к этому делу. Поэтому каждый год я как носитель памяти награждаюсь вот этими медалями, которые на мне есть, и пользуюсь определенными льготами. Сколько лет вам было, получается? Лет в то время было, так, сейчас скажу, где-то года 4. Слова благодарности ветеранам выразил и военный комиссар Сибая и Хайбулинского района Ринат Забиров. Славная история наших дедов и прадедов – лучший пример для воспитания подрастающего поколения. Благодаря вам мы уже более 70 лет живем под немирным небом, развиваемся так, как мы хотим, как мы желаем. И никто не может нам диктовать свои условия. Үдәк майдандағы тантананан һоң тыл ветерандары Анна кафеһында оештырылган байрам табынына йыелды. Бында уларда һалдат бутка һәм байрам концерты көтә ине. Йылы икмәк һәм бутка касандыр иң кадерле һәм тәмле ризык булган. Баласак яшьлек хатирәләренә кайтып, байрам көнендә ветерандар ошо танһык ризыктың тәмен татып караны. Байрам табыны рәхмәт һәм котлау хәтере менән хугарылды. Сегодня уже говорили много различных слов, говорили, что все для фронта, все для победы. Мы, самое главное, желаем вам здоровья, мирного неба над головой. И живите долго и счастливо. И мы должны все-таки каждый праздник смотреть, видеть вас, любоваться вами и вспоминать эту великую победу. Спасибо за вас.
Осрашуда катнашучылар һугыш елдарында хәрби хезмәткә сакырылмаган, әмма улар да һугыштың авырлыгын үз иңдәрендә күтәрә. Совет армиясы өчен азык-түлек әзерләгән, корал җитештергән, ил хуҗалыгын алып барган. Тыл ветерандары сафы ла елдан-ел һирәгәя. Бәхетле бала сак, тулы гаилә йылыһын, ата һөюен татымаган буын вәкилләре улар. Үзләренең тырыш хезмәте, илгә тугрылыгы менән халык хуҗалыгын күтәргәндәр, киләсәк өчен яңа буын тәрбияләгәндәр. Хәерле гомер, бәхетле картлык биргәннәргә. Шул тиктәге узмактың турында гына яшәйбез. Ә безнең вакытта әйтеп беткән авырлык булды. Сабыр итәргә кирәк, хаулык кирәк, хуш булмаһын, тынычлык булһын. Хуҗабызга илдә тотып торган хуҗаларыбызга хаулык бирһен, мәхәббәт тәүфыйк бирһен. Әйтеп китәйем, атайым, хәтта эзләйдәр бит, табыр. Гәйт турыга Сөләйман Сабирович, 10 елгы 112-нче дивизияга югалган. Шайбратов менән бергә китте. Шул атайым юк менә. Табырмай өйгә бар. Күҙе генә бар. Бүгін зур байрам, илебезді хақлаған күн 9 май. Ден Победа. Біздің шатлықлығыз. Ауыр елдарда өссек, но қазір шатлықты яшайбыз. Сегодня вот уже живем 72 года, получаем пенсию. Сейчас добавили, пенсии добавили, живем хорошо. Действуйте так, как мы раньше. Раньше были, действовали, работали, все чем делали. И вы так продолжайте, стариков не забывать. Ветерандарның табының калабызның талантлы яшьләре һәм үз эшмәкәрләр бидәне. В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне после обеда в нескольких точках города были организованы тематические площадки. Сейчас на центральной площади Сибая проходит школа молодого бойца. Чтобы иметь возможность с доблестью и честью защищать Родину, нынешнему поколению необходимо иметь отличную физическую подготовку, силу воли, стойкость духа. Такие качества в юных сибайцах могут воспитать городские военно-патриотические клубы «Мужество», «Призывник», «Отвага», «Пламя», «Юный патриот», а также клуб карате «Тамаши-рю». Именно воспитанники этих объединений в день празднования Великой Победы показали все свое умение и мастерство на сцене центральной площади Сибая. Занимаюсь я почти 5 лет уже, скоро будет юбилей. Вообще нравится то, что здорово подтягивает тело, здоровье очень хорошо подтянулось. Хорошая база, физическая для детей очень хорошо, растяжка. Также у нас выезды на сдачи, на экзамены, соревнования различные. Клуб Тамаши-рю специализируется на таком стиле карате, как кикусинкай. Он требует от спортсмена предельной концентрации и несгибаемой воли к победе над собой и противником. Стиль основывался прежде всего как воинское искусство. И потому воспитывать патриотизм, чувство гордости и уважения к нашим героическим предкам и сегодняшним защитникам Отечества – одно из основополагающих начал обучения юных каратистов. У меня 3-й кю – это зеленый пояс с коричневой полоской. Выступаю на соревнованиях. Вот в воскресенье недавно у нас был кубок Челябинской области, посвященный 9 мая. Там я занял 2-е место. Поздравляю всех с 9 мая. Желаю всем здоровья, счастья. И будьте пацифистами. Никогда не ищите войны. Занимайтесь спортом, боевыми искусствами. И неважно, кто вы по профессии, боевые искусства подойдут всем. Помимо школы юного бойца на центральной площади, тематические площадки, посвященные 9 мая, прошли в детской юношеской спортивной школе, где сдавали нормы ГТО, и в Доме молодежи «Мир», где все желающие могли бесплатно посмотреть фильмы о войне. Программа празднования 9 мая в Сибае была очень обширной. Так, впервые в городе на базе автошколы были проведены соревнования по автомногоборью, посвященные Дню Победы.
Участникам сейчас предстоит выполнить различные задания за максимально короткое время. При этом оцениваться будет не только скорость, но и мастерство исполнения. К участию на данном полевом этапе соревнований допускались ребята, уже имеющие водительские удостоверения. Таких нашлось как минимум по одному старшекласснику в команде от каждой из 10 школ участников. Этим ребятам уже доводилось выполнять упражнения на автодроме в рамках сдачи итогового экзамена в ГИБДД, но еще никогда на время. Вообще, стоит автомобилю тронуться с места, он превращается в объект повышенной опасности. Водительский навык сопряжен с необходимостью владеть обширной теоретической базой, включающей в себя знания правил дорожного движения и комплекса мер по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. По этой причине испытаниям на автодроме, явившимся финальным этапом соревнований, предшествовала проверка знаний юных водителей в аудиториях автошколы. Она как гипс уже действует уже. Она не дает ноги двинуть. Двинуть. Иначе, если он двинет, то кость еще хуже отойдет. В команды, выставленные общеобразовательными учреждениями города, вошли по 3 участника. Кто-то уже испробовал автомобиль на практике, кто-то лишь готовится вступить в почетный статус водителя, но уже готов проэкзаменовать свои знания. Среди участников ожидаемо немало девушек. Автоледи среди автолюбителей уже давно не редкость. Как отмечает руководство автошколы, состав учебных групп сегодня почти на 60% составляют представительницы слабого пола. Так, в команде средней школы номер 1 вообще не нашлось места мальчишкам. Но автомобильной теме я интересуюсь, я как бы любитель, поэтому я пошла сразу в 17 лет учиться. Мальчики у нас в классе не активные. С инициативой организовать автомногоборье среди школьников представительство ДОСААФ в городе Сибай выступает впервые. Именно в школьные годы, когда ребенок отрывается от родительской руки и начинает передвигаться по городу самостоятельно, следует в усиленном режиме прививать детям культуру поведения на дорогах. Тогда вчерашние пешеходы, получившие после совершеннолетия возможность сесть за руль автомобиля, будут с должной ответственностью соблюдать правила и уважать пешего участника дорожного движения. Идея в том, чтобы, в принципе, наши школьники знали, что есть такое учебное заведение. Во-вторых, воспитание молодежи к родине. И знали, где они могут заняться в обучении в автошколе и других мероприятий. Кульминацией действа ожидаемо стало испытание водительских навыков участников на практике. Первое упражнение – остановка и движение транспортного средства на подъеме. Далее следует разворот, прохождение змейки и финальный маневр – параллельная парковка. Все команды показали достойные результаты. Машина довольно легкая, плюс еще гидроусилитель руля. У восьмерки не было гидроусилителя руля, это все очень легкое в поведении. Упражнение сделала легко, машина маленькая, миниатюрная, вообще без проблем. У меня с автодромом никогда проблем не было, поэтому все легко сделала. Профессия водителя была и остается одной из самых востребованных и стратегически важных в военном деле. В годы Великой Отечественной войны на плечи военных водителей ложилась ответственность таких важных боевых задач, как снабжение фронта и обеспечение перегруппировок войск. Автомобильное сообщение, проходящее по едва окрепшему льду Ладожского озера, на протяжении 2 зим оставалось единственным путем снабжения пленников блокадного Ленинграда. По этой причине дата проведения соревнований была выбрана организаторами совсем не случайно. По итогам автомногоборья в День Великой Победы свой личный триумф отмечали команды школы номер 1 и номер 14. Команды разделили между собой первое место. Также отличились ребята лицея номер 9, гимназии, школы номер 5 и номер 8. Дождливая погода внесла свои коррективы в программу празднования Дня Великой Победы. Тем не менее, основная часть мероприятий все же состоялась. Вечером на Центральной площади прошел праздничный концерт «Весна Победы». Выступления сольных исполнителей и коллективов были рассчитаны на широкую аудиторию.
раскален от огня. Лупят зенитки 3 ночи, 3 дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Хоть и тучи в голубом напоминают, море напоминают, старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Отгремела война, мать стоит у окна, ждет сыночка и ночи, и дни. Пролетела молва, что придут поезда, в них солдаты вернутся с войны. На перроне стоит, от волнения дрожит, в кулаке весть от сына сжимает и с надеждою вдаль непрестанно глядит, что вернется сынок, точно знает. Һуң булуга һәм ямгыр яуга карамастан каланың истәлекле урындарынан халык өзелмәй. Бөек Ватан һугышы яугирлары рухын халкыбыз кадерләп һаклай. Әле генә ошо минуттарда Билдә солдат һәйкәлендә Бөек Ватан һугышында корбан булган яугирлар истәлегенә йөзләрчә уттар кабынды. Эй гомерҙең һуңғы сәгате, һин миңә лә шулай күкрәп кил. Батырҙарын иҫкә алғанда онотмаһын мин лә тыуған ил. Иң нескә күңел ҡылдарын сиртә был һүҙҙәр. Эйе, тыуған ил үҙенең батырҙарын онотмай. Киреһенсә, улар данын йылдар сағын ҡапларға тырышҡан һайын, ҡәҙерле геройҙарыбыҙ беҙҙең күҙҙәребеҙ алдында мөһабәтерәк булып һынлана килә. Тағы ла сағыуыраҡ, тағы ла нурлыраҡ төҫкә инеп балҡырға тотона. Бейекнеү көнөндә киләсәк быуынның бәхете өсөн балҡып, атылып һүнгән йондоҙ ғүмерле ҡаһармандарҙың яҙмышы сикһеҙ ғорурлыҡ уята. Был көндө һәр кем яуҙа башын һалған атаһын, олатаһын хәтерләй. Билдә һәйкәл янында үткән сарала ҡаланың дин әһелдәре һуғыш ҡорбандарының рухына аяттар уҡыны. Бүген менә беҙ мусулман халҡыбыҙҙы һәм ҡалабыҙҙың бөтөн булған халҡын бөйөк булған байрам менән тәбрик итәбеҙ. Бүген менә беҙ ошонда паркта йыйылып, беҙҙең күп ҡартатайларыбыҙ, атайларыбыҙ һуғыш яланында ятып ҡалдылар. Күпләре ҡайтҡандан һуң ауыр ярынан вафат булдылар. Әҙәм балаһының ул рухы ул мәңгелек өсөн яратылған. Шуға күрә беҙ аларҙы оноторға тейешле түгелбеҙ, аларҙы һәр ваҡыт иҫә тоторға тейешле. Аларҙы иҫә тотоуҙың юлы шулай була, аларға аят уҡытып, хәйер биреп, дуа ҡылып тороу. Шул ваҡытта аларҙың рухлары шатланып торасаҡ. Шуға күрә аларҙың ҡайһы берләренең һөйәкләре үҙебеҙҙең туған ерҙә лә ятмай. Әллә ҡайҙа ятып ҡалдылар башлары бахырларҙың. Шуға күрә ул уҡыған аятҡа кәртә юҡ. Ҡайҙа ғына уҡыһаҡ та сауабы барып тора, ирешеп тора. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. На поле брани жизнь свою положившим, от раны голода скончавшимся, во пленении горьких работах невинно мученным и убиенным, и всем победы ради потрудившимся, и сотвори им вечную память.
Кыҙғанысҡа ҡаршы йылдан-йыл ҡанлы йылдарҙың тере шаһиттары сафы һирәгәйә бара. Тыныслыҡ өсөн көрәшкән күптәр хәбәрһеҙ юғалған. Алыҫ Белоруссия, Украина, Венгрия ерҙәрендә ятып ҡалған. Күптәр имен-һау әйләнеп ҡайтып, тыуған ерендә вафат булған. Уларҙың хәтере үлемһеҙ, мәңге халыҡ күңелендә йәшәй. Бөйөк Еңеүҙең 72 йыллығын ҡаршылағанда ветерандарҙың яҡындарының да йөрәктәрен бер үк уңалмаҫ яра әрнетә. У нас непосредственные родственники тоже, конечно, воевали, но здесь мы вспоминаем всех погибших. И в память об этом мы пришли сегодня с детьми. Хотим эту память передать поколениям. Хотим, чтобы эта традиция сохранялась. Мы хотим, чтобы память была вечной. Минем олатайым, әсәйемден бер туған ағаһы Нигаматов Исхак Фатхулла улын исеменә тоҡандырҙыҡ Шәмдә. Уның яҡты иҫтәлегенә. Ул 17 йәшлек ваҡытында киткән һуғышҡа. Сталинград фронтында хеҙмәт итеп, ҡаты яралар алып 44 йылда ҡайтып килгән. Беҙҙең ҡайнымдың күп ағалары ла бик чуриндар мында яҙылған. Уларҙың иҫтәлегенә лә беҙ көндөҙ сәскәләр ҡойҙоҡ, кискеһен шәм ҡойҙоҡ. Был байрамда бөтә Сибай халҡын мин ысын күңелдән оло еңеү байрамы менән ҡотлайым. Бөтәһенә лә һаулыҡ, һәм бәхет теләйем. Я хочу всех поздравить с праздником Великой Победы, что у нас мирное небо над головой. У меня на этой войне воевал прадедушка, был ранен. Моего дедушку Назаров Прокофий Никитович. Он умер, погиб в 1943 году на Курско-Орловской дуге. У него было 8 детей. Его жена осталась, всех 8 детей воспитала, вырастила. Еще мы пришли. Вот мой муж, его отец Евдокимов Роман Николаевич. Он всю войну до Германии прошел. Кавалер орденов, 2 ордена звезды. Красной звезды. 2 ордена Отечественной войны и 2 ордена славы. Он был полковой разведчик. Дети, у меня сын, мы его назвали в честь участника войны. Он берегет медали, постоянно их к Дню Победы натирает. У него военные там за взятие Варшавы, за взятие Берлина медали. Дед у нас героический был, молодой. В госпиталях не лежал. Сколько было ранений, он 2-3 его подлечит, то он сбегал. Ранений, он все на фронт рвался воевать. Һуғыш, был ҡотосҡос афәт ғәрәсәте ҡабат илебеҙгә ябырылмаһын. Донъялар имен-аман торһон тиһәк, яу йылдар үткән һәм унда ятып ҡалған ата-бабаларыбыҙҙың изге рухын рәнйетмәйек. Ҡаһармандарҙың ниндәй ҡорбандар биреп, бөйөк еңеүгә ирешеүен онотмайыҡ.